Родные мои, земляки, братья и сестры, я говорю вам слова своего сердца сегодня. Берете, используйте, получите плоды однозначно. Не берете, это тоже нормально. Половина из вас будут обсуждать это все. Вместо того, чтобы брать что-то и делать. Разве я вам что-то плохой совет давал? В прошлый раз один человек мне сказал, да, Влад, это же понятно и так далее. Я говорю, даже если понятно, тебе терпения нету его послушать. Потому что ты внутри очень бедный. Внутри у тебя гнев, внутри у тебя фасад, понимаешь? Геноя много. Поэтому тебе даже понятия нету, как это понимать. И он мне говорит, ни один богатый других не хочет свои секреты рассказать. Я говорю, чего ты взялась-то? Потому что ты никогда не был богатым, поэтому так думаешь. По-настоящему богатым. Дорогие мои, вот почему я этим занимаюсь. Иногда люди думают, что как будто Давлатов следует какой-то корыстной цели. Я эти вещи говорю для того, чтобы все слушали. Моя философия жизни, у каждого человека должна быть какая-то жизненная карета, какая-то ценность. Вот одна из ценностей, которую я формировал для себя. Я формировал для себя такую ценность, которую соблюдаю. 114 ценностей с моей жизни. Я их расписал. Это те ценности, которые никогда нельзя нарушать. Одну из них, вот она моя философия жизни. Каждый день учиться у земли. Потому что в Коране почитал, что написано, мы создали этот мир для вас примером. И тогда думал, ух ты, значит вокруг меня есть чудо пророка, чудо Бога, я должен это чудо видеть просто. И вот каждый день я тренирую себя быть как земли. Я учусь от земли. Земля для меня настоящий наставник. И я постараюсь отражать это состояние. Что это означает? Земля, любой семена, какая бы ни попадает, она встает и просветает, и начинает светиться, и давать плоды. Это означает, что каждый человек, который меня слышал, хоть разу, хоть через мои книги со мной столкнулся, хоть со мной так лицом к лицом столкнулся, хоть поздоровался со мной хоть разу в жизни, я должен сделать так, чтобы он просветал, он засветился. Он светился, как это цветок, чтобы все его мечты давали плоды, все его талант просветал. Вот чем я занимаюсь. Понимаете, но на земле люди плюнут, на земле люди писают, на земле люди все плохой мусор бросают. Но от земли всегда растет цветы. Понимаете, это первое, что хочу вам сказать. Второе. Когда вы чего-то добьетесь в жизни, помните вторую вещь, которую я сейчас буду говорить. Ни одна река свою воду сам не пьет. Ни одно дерево свои плоды сам не кушает. Солнце не светится и свою теплоту сам не использует. И ни один цветок свой аромат сам не использует. Живите ради других. Служите народу. Служите Богу. Через тот талант, который Бог давал, служите людям, приближайтесь к Богу. Служение. Нету высшей цели, чем служение. Человек, который только работает, чтобы себя живет кормить, или своих детей обеспечить, или только дом построить, себе машину купить, он забыл, что такое быть человеком. Жить ради других – это естественный закон, требование жизни. Дайте все то, что у вас есть другим. Все свой талант, все, что у вас есть, поделитесь. Тогда смерть слабо перед вами. Не то, что чья-то критика, не то, что чья-то барьер. Даже вы победите смерть. Смерть не может отнимать от вас доброе дело. Смерть не может отнимать у вас то деяние, которое вы делаете. Делите своей любовью, делите своим временем, делите своей мудростью, делите все то, что у вас есть в этом мире. Только тогда выйдешь за пределы рамка нужды, и ты станешь по-настоящему богатым, по-настоящему мудрым, по-настоящему успешным. Я бы пожелал каждому, кто сегодня слышит меня, чтобы ты жил как цветок. Если ты понял эту ценность, эту философию, о которой я говорил, ты будешь красиво жить как цветок. Ты будешь как солнце всегда светиться. Руками солнце не закрываешь. Будут у тебя люди, которые тебя будут критиковать. Будут люди, которые тебя будут обсуждать. Будут люди, которые сомневаются в твои слова. Но ты будешь светиться и светиться. Будешь всегда на высоте.
потому что ты истину говоришь. И всегда как река, ты будешь несущей жизни. И это прекрасная жизнь, счастливая жизнь. Это надо просто понять и делать. Я думаю, что для понимающего человека то, что я говорил, это такой урок. Понимаете, человек 100 лет порой живет, но никогда это не поймет и не задумается об этом. Это настолько глубокая философия. Дорогие мои, просто послушайте, наберите терпения, эти вещи послушайте и читайте эти книги. И я вам желаю, я ваш слуга, я не вам учитель, я ваш слуга. Если вдруг кому-то из вас эти вещи хоть в чем-то 1% помогут, я буду сказать, что благодаря Аллаха, что дал мне возможность быть слуга своего народа. تشکر زیاد. تماشابینان عزیز، در همین جا وقتی جدا شده برای برنامه، برای ملاقات ما با سید مراد دولت به آخر میرسد. در آخر من هم در ادامه سخنهای استاد همین چیز را گفته هستم که تا آن جایی که من آموختم و من فهمیدم، دو چیز اساسی انسان را از رشد کردن و از پیش رفتن باز می‌دارد. این پیش از همه ناشکری و بعد شبهه. همین دو چیزی هست که انسان را از پیشروی باز می‌دارد: شبهه کردن و ناشکری کردن. بله. باقی قضاوت از خودتان دوستان عزیز. باور میکنید یا که باور نمیکنید، پیش رفتن میخواهید یا که نمیخواهید، عمل میکنید یا که عمل نمیکنید، هر چیزی که شما فکر میکنید، هر چیزی که شما میکنید، شما با خود میکنید. برای همین انتخاب در دست شما است. از ما فقط صحبت آراستن با استاد، سخنان استاد را به همه شما رسانیدن، به سوالهای شما جواب دادن. باقی انتخاب و اختیار کردن در دست خود شما است. من از نام شما دوستان عزیز، از نام شرکت تلویزیون و رادیو شنوانی آسیا با استاد سید مراد دولتov عرض سپاس و مینتداری میکنم و بار دیگر در آخر برنامه گفتنی هستم که امروز ساعت 15 در طرفخانه سغدیان یک بیزنس واخوری وارداتی با سید مراد دولتov برگزار میگردد. بعدا فردا سنه 18 می ساعت 9 در طرفخانه سغدیان بیزنس тренинг در موضوع сохранение и приумножение денег، نگاه داشتن و زیاد کردن پول. و پس فردا سنه 19 مای ساعت 9 در طرفخانه سغدیان در موضوع چگونه باید که نقطه بالای فروش را در ایام کریزیس نایل گشت برگزار میگردد. مرحمت به بیزنس ترینینگ های سید مراد دولتov. استاد ارجمند، من شخصا از نام خودم به شما عرض سپاس میگویم و به همه توصیه میدیم که کتاب های سید مراد دولتov را دریافت کنید، بخوانید و برای پیش رفتن، برای بهتر کردن زندگی خود و اطرافیان خود کوشش به خرج دهید. تشکر زیاد. سلامت باشید. رحمتی کلان هموطنان عزیز. الی 100 ساله شوید. ما آرزو میکنم که یک روز نه یک روز دست شما من فشرده بینم و بگم که شما من بگویید که معلم همون گفتگیتون رو من کردم و همین من با یک نتیجه داد. این بهترین چیگم توفا برای من است. وقتی که من ایروپورتو با میبیان آدم‌ها بعضی وقت وا میخورن میگن معلم کتابتون خوندم همین خیلی رزولت دیدم. وقتی یک روز مغازین بدارم یک زنگ اومده دستم گرفته گیره کرده استاد است. مغازین فرانسه بیشکک با میگن من 18 سال قرض بودم. عذابی که من داشتم این عذاب هیچ نه. همین درسای شما من از تای قرض برآورد. من شب و روز دعاگوی شما هستم. وقتی که همین چیزا میبینید کو это окупает все боли, все трудности. برای من آرزو دارم که شما موفق شوید و من بزرگتر شوید و نام مردم ما، خلق ما در تمام دنیا مشهور کنید. تشکر زیاد. دیگر برنامه‌های تلویزیونی آسیا ادامه دارند. شاد و پیروز باشید. با شما بخت و سعادت خواهان هستیم. سلامت باشید. تشکر.